Mine iki narsega ihtibarını yönetip bitesi kile. Benim ugeni merhume ayta talan işim sumağı. No Allah Teala bilgeyen düşünmek kişi geldi. No Allah Teala bilgeyen kişi geldi düşünmek. Bana kurtar bitesi kile. Bunda şunun kadar kişilikle verilgen bilim. Onun bölümünde kafanına kadar almak almıyoruz. Yasız almıyoruz böyle günete. Kişilikine yasız mı? Bu bunun kadar nimetine verilgen. Bu en adı hadiye minne. Sizlerin haberinde ellerinde kutlular var. Bu bir nese. İkinci nese, falan hadislerde okup ben suyularga etkeş, Allah Teala sizge bildiresi kirgen eybirliğine belirse siz degeç, Allah suyunda soru bitimler. Münettegine soruyu, buna soruyu cevap verir. Bunu kadar vakıtta. Şuna göre itersin. Allah Teala sizge nersini bildiresi kirger, şunu bilirsiniz siz. Kalkanı siz bile olmazsınız. Başta magistratörünü bitirgeç, yine telefonuna çok tarafta. Ben toptum ben onunla, size etken sözünü toptum da. Ben şu vadip yazılgan iken oldu. Yine kilip işke, şunu kursatıp gitti. Sonra yeter yine bittiğinde gözüm etmedim sonra. Yeter tamam, okul etkenler şeyini bu. Şuna şok katıp, nitip şu vadip kırıp gitti. Acayip neyse. Ben şundan, ertesi kilen neyse. Ben bu oyun çıksan ala. Bu Tatarsa bitirmiş. Uruşta bu nasıl oluşok diye atalayını. Yola dikkat eden onun fenli ataması giroskop. Giroskop. Mana şu giroskopun fende парадоксальные свойства есть, которые, значит, просто описываются, но не объясняются. Парадоксальные свойства. Я тут еще помягче назвал о некоторых интересных особенностях гироскопического движения. А на самом деле книга называет парадоксальные, то есть непонятные человечеству, в общем, свойства. Потому что наука в настоящий момент их не может объяснить. Почему так? Не может объяснить, просто описывает, как и многие другие вещи. Вот, пожалуйста, первый там картинку покажите, пожалуйста. Вот, картину, да. А вот. Как раз. Вот стоит ведь, да? А если не будет вращаться, стоять не будет. Вот, смотрите. Тут указка yok mu? Hazır bulan. На ручку бар, ручка. Книга описывается одно из интересных свойств. Толкаем в этом направлении вот плоскости рисунка. А ось двигается перпендикулярно плоскости рисунка. Не по направлению толчка, а перпендикулярно. Почему так непонятно. Потом толкаем, двигается сюда. Вот туда. Перестаем толкать, сразу останавливается. Почему сразу останавливается? Тоже наука не объясняет. Остальные тела, говорят, как мы перестали толкать, еще некоторое время по инерции двигается. А здесь вроде бы инерции нет. Инерция отсутствует. Сразу останавливается. Ну, третий момент – это устойчивость. Вот это положение. Если там ударить, допустим, вот это получается без, почти ноль, не отклоняется почти. То есть сохраняет свое положение в пространстве. И вот эти три свойства гироскопа, техники они, значит, широко используются, в природе имеют место. Вот сейчас примеры, значит, рисунки покажем. Вот, допустим, смотрите, вот гироскоп вращается, а положение вот этого, значит, кубика в пространстве не меняется. Хотя это вот горизонт, платформу поднимает, опускает, а гироскопический, значит, устойчивость соблюдается. Пуля, нарезное оружие, имеет каналы ружья. И пуля, когда вращается, то есть выходит из ружья, вращается вокруг своей вот этой оси. И вот видите, значит, вот здесь вот эти ребра, которые дают это вращательное движение. Благодаря этому вот эта ось пространства сохраняет свое направление. То есть пуля не повертается. Устойчивое движение. Дальше.
торнадо, вот надо его как-нибудь фильмом в движении показывают. Тут не движение не показывает? Нет, да? Вот. Жалко, конечно. Тоже значит, вокруг вот этой оси вращается, поэтому не распадается, а двигается. Причем говорят, что может быть другой рисунок, там есть значит, это, движение. Это другой файл. Торнадо, найдите вот другой файл. Короче говоря, торнадо при движении может резко менять свое направление. Это громадный, так сказать, вот, видите, да? Вращательное движение. Следующий рисунок там какой, значит, лодки, по-моему, были. Вот. Они, обе катеры в одинаковом положении, но здесь гироскопические, значит, балансировки есть. А здесь, да, гироскопическая балансировка. А в другом катере, значит, стабилизатор. А в другом катере нет. Покажите еще раз вот катер. Они болтаются по-разному. Здесь нет стабилизатора, здесь есть стабилизатор. Дальше. Плеер, да, плеер. Вот это. Здесь плеер не включен, а здесь плеер включен. Вращение есть, да? Гироскопическое движение. Это устойчивый вот, а это неустойчивый. Нет, здесь не включенный неустойчивый, а включенный устойчивый. Вот они вообще даже в одинаковых условиях находятся. Ну так. Еще есть там что-нибудь. Да, вот. Да, пуля сопротивление, как заходит. Вот летающие тарелки покажите. Люди, которые, значит, как будто вы наблюдали вот этот полет летающих тарелок, они что рассказывают? Во-первых, тарелка вращается вокруг вот своей оси вот этой, так? Во-вторых, тарелка делает немыслимые движения, резкие повороты, резкие вот. И потом, значит, резко ускоряется, резко останавливается, как будто сила инерции не действует. Закон инерции как будто не действует. Значит, вот это вот описывает движение. Как это так, значит, тоже непонятно. И вот мы здесь в своей работе кратко, значит, вот эти явления описываем тем, что существует специальная среда, эфир. Значит, вот сейчас вы статью покажите. Вот рисунок, да, вот этот рисунок. Эфир существует, который оказывает значит, сопротивление всякому ускоренному движению. А ускоренное движение что это такое? Это или скорость изменяется по величине, или по направлению. Вот здесь вот, например, гироскоп вращается. Гироскоп один из элементов противопоказа массы М. Значит, когда гироскоп равномерно вращается, вот это, на эту массу действует ускорение, направленное к центру. Вот дубль обозначен. Соответственно, сила инерции направленная, значит, это называют техникой центробежная сила. Значит, центробежная сила направлена от центра. И мы объясняем, что вот эта центробежная сила обеспечивается движением частиц эфира от центра сюда вот. Так? То есть надо же чем-то обеспечивать это, так сказать. Потому что сила определяется механикой как действие на тело и на частицы каких-нибудь других тел или полей. Вот, так? Тут в качестве поля выступает вот эта среда эфир. Так сказать. Эфир действует на эти частицы и их толкает от центра. Толкает от центра. Но приток не обеспечивается, поэтому здесь образуется воронка эфира. Так? Около центра. Воронка, как в воде, значит, когда вращение, воронка образуется там, да? Вы даже чашкой, когда, значит, чашкой, ложкой мешаете, воронка образуется, так? Вот тут также, значит, эфир образует воронка, то есть разрежение эфира. И поэтому, когда мы толкаем вот эту ось, это вверху,
сюда, здесь из-за малой плотности эфира он не может оказать сопротивление ускоренному движению так, как обычно оказывается. Там получается, конечно, небольшое движение по инерции, но оно незаметно. И мы фиксируем, как будто бы, значит, ось не обладает свойствами инерции. Как только перестали толкать, то он перестал сразу двигаться. Конечно, мы толкаем сюда, он двигает ось. Она движется сюда, так? Ну, как только перестали толкать, он останавливается, так сказать. Вот это один момент. Ну, второй момент тоже так же объясняем, значит, присутствие эфира. Третий момент тоже так же. Третий момент, когда мы, допустим, оказываем удар по оси. Почему вот устойчиво, так сказать, никак мы не можем его свалить в эту ось? Потому что с наружной стороны там, значит, плотность эфира большая. И вот когда мы, значит, толкнули, потом убрали силу, у нас ускорение будет направлено сюда, или так сюда, ускорение, потом замедление, а сила эфира толкает его к центру. Вот все это объясняется. Ну, и видим, Аллах Тағала білдірәсі дегеннігіне білдірәсі дегеннен, мен сізге оқып кетесі келе, нешік мына қазіргі фәнни китапларда, жетпей фәнни китапларда жазыла, нәрсе жазыла бұл турда. Сила является мерой механического воздействия на материальную точку или тело со стороны других тел и полей. Это справочник пособия по физике автора Яворский Селезё, значит, страница 40. Та же книга, цитата опять. Силы инерции не вызываются воздействием на данную материальную точку или тело каких-либо других тел или полей. То есть силы инерции не вызываются, значит, воздействие на материальную точку или других тел и полей. Вот эти два определения уже противоречат друг другу. Следующий цитата. Сила инерции на движущее тело или точку не действует, а равенство F плюс F инерции равно нулю отражает в статической форме уравнение движения тела точки, находящейся под действием только силы F. Это наш Бухгольц, основной курс теоретической механики, это университетский курс. То есть классика. Официальная физика, классика утверждает, что вообще причин сил инерции нет. Вот это как бы это фантом получается, понимаете, да? Нету причин. А философия объясняет, что беспричинных явлений не бывает, так сказать. Мы же все-таки живем в материальном мире, так сказать. Каждое явление имеет причину. Раз есть сила инерции, вы каждый за рулем почти, значит, вы чувствуете силу, когда на тормоз нажимаете, вас кидает вперед. Когда на газ нажимаете, вас прижимает к сиденью, так сказать. Силы инерции присутствуют, они реальны, реальные явления, и вдруг причин у них нету. Непонятно откуда взято. Для науки сейчас непонятно откуда взято. А мы вот эту простую формулу, дальше вот немножко, так? Дальше. Вот. Сила инерции минус масса умножить на ускорение. Это формула закона Ньютона, второго закона, значит, только для силы инерции. Со знаком минус, потому что сила инерции всегда направлена против ускорения. И вот эта вот формула, она, так сказать, в данном случае простенькая, железно работает, так сказать. Почему? Потому что вот есть аналогичная формула, когда шарик движется в жидкости, значит, сила сопротивления жидкости движению шарика. Вот здесь будет тоже знак массы минус, вот здесь будет коэффициент какой-то постоянный, а здесь скорость. Значит, чем быстрее шарик движется, тем больше, сила сопротивления жидкости этому движению шарика или подводной лодки, допустим, или еще чего-то. Да? Здесь аналогичная картина. Только вместо жидкости выступает вот эта среда эфир, а вместо, значит, постоянного коэффициента массы выступает тело. Вот
вот это вот сообщение я хотел сделать обязательно, почему? Потому что только недавно задумался. Сначала надо здесь застолбить, так сказать. Потом, немножко расширив, хотим еще вот серьезное издание там отправить ту статью. Потому что мы первую статью отправили. Мнение физиков такое, значит, старых физиков, директоров, профессоров, так сказать, значит, докторов наук физиков. Пишут же люди статьи, так? Ничего там не верно. Но мы не можем их опровергать, потому что у нас не хватает для этого знаний, говорят. Так? И там будет логика, говорят, логика там, так сказать. То есть вот в серьезном издании опубликовали в Москве. Полгода, конечно, проверяли, я думал, и не будут опубликовать. И сейчас вот такое мнение создается. Что... А потом американский физик крупный по телевизору сидит, рассуждает. Силы инерции, значит, создаются какими-то там, значит, полями высшего порядка, которых мы еще не знаем, там, так. То есть люди все-таки думают, что поля какие-то. А мы утверждаем, никаких полей нету. Есть среда. Так сказать. Вот эта среда все обеспечивает, так сказать. Какое поле? Они уже начинают думать, что вот так вот, значит, какие-то специальные поля надо придумать, чтобы силу инерции объяснять. Люди пытаются объяснять, все равно. Явление ведь очень четкое, так сказать. В жизни оно постоянно присутствует. И оказалось, все три закона Ньютона можно объяснить вот этой одной формулой с минусом. И все. Рахмат, ихтибар, рахмат, сұрауlar болса. Siz bu Newton'un ikinci законын для силы инерции инкар etmemiz dedikten değil mi? Получается, это закон. А вот вы говорили, все-таки эфир там действует. Причиной является эфир. А вот масса и эфир как связаны? Получается, если эта формула правильна, там действительно действует масса. От массы прямая зависимость, прям пропорциональная. Да. А вы говорите эфир. Вот тогда масса и эфир как связаны? Масса выступает как постоянный коэффициент. Постоянный коэффициент. Да, для данного тела. А ускорение как переменная величина. Ну, вообще, природа. Вот, Природа масса. Природа масса. Как они Природа масса. Да. Я вам ведь это статьи дал, не дал еще, да? Не дал. Там вот так объясняем, значит, вот, существует эфир, потом плазма, Плазма. потом газообразное состояние, потом, значит, твердое состояние, потом черная дыра, так сказать. Эфир создает давление. Есть Нет, эфир создает давление, эфир это разновидность материи. Вот это первичная материя, как бы, которая при конденсации, вот вода, пар, конденсируется вода, потом замерзает лед. Это одно и то же вещество, H2O. Да? И вот также эфир. Конденсирует, там энергию отдает, плазма получается. Конденсирует, энергию отдает газ, горячий газ. Да? Потом остывает, значит, сгущается опять и так далее. Частицы твердого вещества и так далее. Вот это идет, ну, закон Е равняется МЦ квадрат, так тоже, видимо, здесь, значит, справедливо, так сказать. То есть материю, как мы привыкли, вещество, можно перевести на энергию. Да. А это современная физика говорит, вакуум самое наинизшее состояние внутренней энергии, значит, материи. Да? А мы, значит, утверждаем наивысшие состояния энергетической вакуума, где эфир. Потому что вот серьезная книга термодинамика Базаров, значит, говорит, минус Кельвина 0. Не только достижим, но можно туда перейти, на минусовые температуры, значит, так сказать, по Цельсию. Т0, потом Т-. А там, говорят, миллионы градусов уже, значит, температура может быть. То есть там громадный, значит, температурный скачок получается. Там какой-то такой есть. Ben sıralama vereyim, benim тоже эфир meselesini көтерешек мінезімнің шығышты. Тегістіралды бермеші тарасың, давайса. Какая